Вот в серединке самый маленький. Вот. Ветеран Великой Отечественной войны Илья Николаевич Кривошапкин в Балашихе живет всего год. Вместе с супругой переехали поближе к сыну. Здесь же и отметил свои 94 года. На новое место много вещей не везли, только самое ценное и памятное. Документы, удостоверения, фотоальбом и шкатулку, в которой бережно хранится орден Отечественной войны второй степени, медали и грамоты. Снимков мало, не такое было время, чтобы всерьез думать об удачных кадрах. Те, что остались, трепетно берегут. Война застала нашего героя в нынешнем Уссурийске. Тогда город назывался Ворошилов. На фронт паренек отправился в марте 44-го. Служить довелось в гвардейском артиллерийском корпусе. Между прочим, я ростом маленький был и по-русски не очень-то хорошо знал, но хорошо стрелял. На стрельбище я всегда попадал в эту Цель. почти десятку. И меня как раз оттуда командир роты заметил и отправили меня, тогда 9-месячным курсы младших лейтенантов были. С марта 1944 по март 1950 молодой боец нес службу в рядах советской армии на Дальнем Востоке. Принимал участие в боях с японскими империалистами. Это фактическая строчка биографии. Но когда к ней добавляются воспоминания, история обретает человеческое лицо. Война страшное дело. Особенно под бомбежкой, когда лежишь, я не знаю, как выразиться. Страшно. Не дай бог всем встречать. Илья Николаевич с теплотой вспоминает однополчан и особо подчеркивает крепкую дружбу. Не было межнациональной розни. Ребята из всех 15 республик сражались с врагом плечо к плечу. Русские, якуты, казахи или все мои очень дружили. Меня вот якутаху не очень хорошо знающие русский язык. Русские солдаты вообще жалели, даже сахар давали. Я боевой 100 грамм я не пил. Ребенком был, я не употреблял. Они, старшие солдаты, заранее договаривались. Илюха, давай 100 грамм мне потом будешь. А мы сахар дадим или хлеб дадим. Вот так это было. После демобилизации началась обычная мирная жизнь. Илья Николаевич трудился в сфере обслуживания, строил карьеру по партийной линии. Позже работал главным специалистом отдела по делам ветеранов Министерства социальной защиты населения Республики Саха, Якутия. Но самое главное – семья. В этом году с женой Лилией Викторовной отметили 52 года совместной жизни и охотно раскрывают свой главный секрет. Прощать друг друга и все. Поругались, а тем не менее все равно подходит, разговариваем и все. Как все семьи. Лилия Золотухина, Татьяна Артамонова, Фидель Рамирес, Балашиха ТВ.